Ну что, ребят, рассказываю, показываю. Во рту пересохло все. Уже готовлюсь к завтрашнему дню. Сегодня уже начинать не стану. Я просто физически начал уставать. И это бревно, если сможем, завтра вот этот старое гнилое бревно надо вытащить. Смотрите, как низко он там лежит. В общем, надо сантиметров 10 поднять и оттуда дернуть. Пила, между прочим, кое-как работает. На холостых нормально работает. А вот начнешь газовать, но на топливный фильтр, блин, засорилась. Как назло, у меня запасного нету, блядь. У меня был, но я этот фильтр на триммер поставил. Обычно я все беру, и запасное ведущее цепление, и цепи, и напильники, и шнур, и все. Но для фильтра забыл. Сперва я почистил этот воздушный фильтр. Более-менее так сейчас работает. Тоже засорилась воздушный фильтр. Но одним словом, я в страхе от того, что хоть бы еще завтра, максимум мне еще пила завтра нужна. И целый день еще вот пилой пилить, там вытаскивать все это дело. Эту ерунду могу на другой день я оставить, до осени. Но на камлевые я не буду даже распиливать. Потому что может еще куда пригодится. Может спилю там какие-то дощечки. Хрен поймешь. Здесь вот немножко убрал. Очень много мусора там было. И что еще? Целый день у меня костер так тлеет. Запах дыма. Ну и поддерживаю огнем. Как бы там безопасно, ребят. Я нашел такое местечко, там лужа внизу. Вот, скажем, если там кострище сделать, там вообще сухая трава возле избы, смотрите, все сухая трава. Кто из подписчиков приедет там на рыбалку или еще, будьте осторожны с огнем. Самое главное. Мне не жалко, если там дрова используют. Конечно, если используют, тоже надо пилить и оставить хозяину, но самое главное это безопасность с огнем. Бездельник лежит, спит целыми днями. Вот, ну что еще тут? Здесь получается, знаете, вот это не просто получурки туда я ставил, это смолистые чурки. Я не знаю, я уверен, это 10 лет я вообще не буду думать, что вот где-то что-то сгниет. Вот это поддержит это все. Гниение, нижний венец, пока не доходит до земли. Завтра, чтобы не забыть вот эти чурки, надо упор сделать. Буду поднимать тот угол, может изба убежать. Это, блядь, чтобы не забыть, главное. Бревен до хрена еще остается. Я-то думал, там еще куда-то придется мне, но, блин, пока самое главное, вот то бревно, если я смогу поставить на место, все, это финиш. Вот эти бревна уже я как бы на чурки поставлю, чтобы не прикасалось к земле. И вот это дело я осенью тоже, может, буду распиливать на доски. Вот эта гниль тоже вот, как сказать, на дрова пойдут. Пусть под дождем будет, мне похрену. Буржуйка всеядный, ему лишь бы дрова. Сырые, не сырые, он это жрет нормально так. Вот, это все на дрова пойдет. Смолистые тоже вот это. Конечно, в костер лучше елка, самая хорошая. А сосна смолистая, это уже, блядь, коптит, там чайник, котелки, невозможно как. Ну, примерно сегодняшний фронт работы я, ребят, что я задумал, я выполнил. Это 2 бревна поставил, вот это бревно поставили и вон там. Для начала это нормально так. Тоже не скажу, что 100% хорошее бревно, но у меня выбора нету просто. Что попалось, вот я бураном привез, ну, чуть-чуть гнилые, что поделаешь. Вот стоит не гнилое дерево, но это трогать нельзя. Короче, ребят, с ремонтом, наверное, уже завтра продолжение будет.
Сейчас я попью чай, съем, наверное, холодный, как сказать, суп. Сегодня моторка, между прочим, одна поднялась. Выше там. Но если через заторы проскочили, значит нормально, проходимые заторы. Потому что я 2 заторы спилил, они уплыли, но куда-то они станут. Летом, ребят, это, поверьте, тут вообще ужас будет на реке. Ну, непроходимая река. Это в низине. Это, считай, до сюда. А верховье, когда охотники на 100 километров по этой реке поднимаются, там, ну все, там полукилометровые заторы, там уже все, перестали на лодках ездить, если только на каракатах. Все, река, в общем, по весне мало воды и река, короче, в мусоре, там, в завалах, как по-другому еще. Ну вот, я сейчас, ну, еще, конечно, я буду работать. Работать это, знаете, может, если пила будет работать, я спилю 2 таких лаги под этот пол. 2 лаги поставить. И, в принципе, на сегодня все, наверное, просто хватит. Вот такой бардак в избе, ребят. Вот так живет Олег. Конечно, непонятно, что творится сейчас в данный момент у меня. С полом, пол вообще гибель. Это только осенью, если возможно. Там мерзлая земля, и до августа не растает. Там ледник под полом. Если пол менять буду, я только летом. Или осенью. Но сейчас без вариантов, бесполезно там. Ну, примерно так, ребят. За бардак не судите строго. Все это убирается, все будет чисто. Все хорошо. А сейчас во время работы, конечно же. Вот сейчас так выглядит у меня. Здесь порядок наведем. Я люблю возле избы порядок. И это я сделаю. Но не сегодня. Еще на крышу я залезал. Забыл там показать. Помните, зимой я жестянку привез. Вон там в трубу поставил. Это толстая жестянка там, чтобы снегом не прогибалась. Там нижний жесть лист. Ну, короче, пускай там лежит. Кровлю надо менять, все надо менять, блядь. Куда ни глянь, еще гниет. Гибель капецна. Лучше не смотреть. Да, Талами? Ему хорошо. Да. Лежит, спит, отдыхает. В одиночку никуда не идет. Скажем, если где-то, конечно же, лось будет идти, там треск и шум, гам. А так, ну тепло сегодня. Сегодня очень тепло. Сейчас на градусник посмотрим. И время надо посмотреть. Время 2 часа. 2 часа дня. 25 градусов, почти 24,5. Вот такие дела. Ну, сейчас я пью чай.
Пошел дымок. Затопил печку. Как бы не холодно, но и не жарко в избе. Из подполья холод идет. Да и когда тепло в избе, в общем, кайфово спать. Сейчас ходили мы к речке. И уровень воды, ребят, вчерашнего дня сантиметров 35-40, наверное, ушла вода. «35-40». И не знаю, сколько дней я здесь буду. Пару дней-то еще, может, точно буду, потому что завтра мне целый день еще работать. И послезавтра там, ну, посмотрим. Посмотрим. Вот этот смоляк завтра мне тоже пригодится. Смолистый, вот прям сучьям он хороший. Прям море сучьев. Вот в сучьях там постоянно там этот смолы, море. Вот, а там уже вот вроде бревно хорошее. Вот, болонь вон как гнилые. Но это я сразу отложил уже на дрова. На дрова вот тот еще более-менее. Вот те тоже на дрова пойдут. Вот, ну что сказать, ребят. Мангал погас. Я там по мелочи еще чем-то занимался, там кружился вокруг избы, я уже ничего не стал снимать. Все, жара пошла. Сейчас зайду в избу, чайник поставлю на печку и яичницу еще пожарю. Суп, остатки супа еще осталось, ну чуть-чуть. Ну, тарелка может на завтра. Завтра тоже буду варить. А сейчас на вечер и на завтрак может еще останется эта яичница. А может съем всю. Не знаю. Тулан. Постоянно так грызет. То ветки ему мешают, то еще что-то. Косачи вообще такую вот, ребят. Ух, шум дагам. Но не слышно на камеру. Солнце уже вон как садится за горизонт. Но реально всю ночь они такуют. Всю ночь прям. Я сегодня вот вставал 11, ну 12 час было уже. Шум дагам тоже стояла. Комаров пока нету, минимум. Комарья минимум, да, ребят. Хорошо. Желудок пустой. Надо чем-то наполнить. Нет, вам не слышно, ребят. Да, десяток нам точно есть. Такуют. Но далеко, ребят. Даже не пишите в комментариях, там, чтобы я сходил, поснимал там. Фотоловушку можно поставить, там пусть снимает, но поверьте, это так далеко. Ну, блин, не так супер далеко, как тяжелая дорога. Понимаете? Пешком добираться, ну, блин, реально тяжело сейчас. Да и интереса просто у меня нету, поверьте. Просто нету интереса. Интерес у меня вот он. Интерес как-то наладить все это, чтобы вот еще хотя бы прослужил лет 20. Лет 20. 20 простоял, и 20 еще пусть еще прослужит. И новую избу я вообще в планах нету никакого, чтобы построить. Бля, как я подумаю, что завтра еще меня ожидает. С этой стороны, думаю, чуть-чуть мерзлее земля там, чем там. Вот южная сторона вообще мягкая. И вот с той стороны тоже, блин, замучился сегодня капитально. Ну, с 2 или с 3 домкратами намного легче. Там поднял, на домкрате оставил, второй поднял, оставил. А ты домкрат поставишь, там, блядь, потом на чурки это все. Потом домкрат перекидываешь, опять на чурки поднимаешь. Возьми, море.
Пила что-то. Пила вот самое главное тоже. Ну, ну, может топливный фильтр надо поменять. Ну, что-то неладно творится. Что-то не то. Ну вот, всю территорию обошел, показал. Надеюсь, завтра еще дождя не будет, чтобы мне это быстро успеть пол застелить там. Сперва поменять бревно, потом коридор дома довести. Там еще надо полку сделать. И в принципе, наверное, все. Что еще? Пока вот это все так лежит. Ух, как загорелась у меня буржуйка. Птицы поют. Всю ночь, ребят. Умолкали. На некоторое время, ребят, они тоже молчали. Я не знаю, во сколько это было. Полный штиль был, вообще тишина была. Ну, что-то спал и как-то от переутомления или я не знаю от чего, что-то не очень хорошо спал. Тулан. Ладно. Сейчас я яичницу буду готовить. Да? Печка там горит. Ух, жара. Уже жарко. Уже жарко. Яичницу с луком буду готовить. Не жалею, много лука положу. Растительное масло. Ну, чтобы самое главное, вот этот не испортилось. Яйцо не испортилось что-то. Бабочка залетела в избу. Никак поймать не могу. Время 7 часов 16 минут. Ну, 16 минут 8. Сегодня 17. Если не ошибаюсь, вчера запись какую-то сделал. Тоже написать надо, что и как. Сегодня вроде 17. Ну да, 17 число. Ну, это последний раз, наверное, сегодня уже включился. Больше уже сегодня снимать ничего не стану. На ужин приготовил яичницу с луком. Сейчас буду ужинать. Сейчас позвонил домой. В принципе, новостей никаких нету. Я сказал, меня пока не ждите. Что за паучок тут? Я еще здесь побуду пару дней. Там видно будет. За пару дней я справлюсь или нет. Вот. Чайник скоро закипит. Чай попью. Так. Попробуем. Снизу лук. Ну и яйцо. Очень вкусно. Когда кушать хочется вообще, вся еда хороша. Ладно, ребят, давайте, не буду я вас больше дразнить едой. Одним словом, я ужинаю и отдыхать. Завтра
продолжение ремонта избы. Все как будет, буду снимать, показывать. Все, отдыхаем. Пока, до завтра.